Что делать сейчас нам? Да, и это мой... Афганистан граничит... Что будет дальше? Афганистан граничит со странами, которые были в числе в составе Советского Союза, да. Люди из этих стран работают у нас таксистами, дворниками. Они рядом с нами. Они отмечают Курам-Байрам в Москве. Мы не можем не думать о худших сценариях, потому что в составе Талибана есть подразделение радикального исламистского движения Узбекистан. Есть игиловцы, запрещенные в России. Пусть меня поправит Роскомнадзор, если это не так. Большой вопрос, в какой степени. Талибан же это не капелевцы, которые идут под барабанную дробь с развернутыми знаменами на Василия Ивановича. Это воинство. Это орда неграмотных людей, которым легче взять автомат, чем мотыгу. Это легче заработать на хлеб. Ну, ты обратил внимание, что сейчас их пиар работает очень целенаправленно. Они везде объявляют, мы другие. Да. Они катаются на аттракционах, они показывают, они убеждают, что женщины могут быть приняты на публичной должности, что никто не будет выгонять их из университетов. Они прямо работают над тем, чтобы показать, мы изменились. Мы теперь совсем другие. Мы не знаем. Веришь? Я очень осторожно. Мне хочется верить в лучшее, но вот если бы меня спросили, слава богу, это никто не делает, я бы сказал, ребят, верим в лучшее, готовимся к худшему. И вариантов у нас только два. Либо строить там стену и пускать электричество. А это невозможно. Потому что границы с Узбекистаном, граница с Таджикистаном не охранялась даже в советские времена. Это невозможно. Там горы. Очень высокие горы. Значит, либо строить стену, либо с ними разговаривать, пытаясь там, не знаю, вкладывать деньги, думая о своей безопасности. Ну, не вижу я способа сейчас отвернуться, сказать, фу-фу-фу, террористы, мы в это не играем. Но это непрактично, потому что если так, то никто не сможет обещать, что через несколько лет сюда приедет какой-нибудь чудесный человек с какими-нибудь нехорошими мыслями и что-нибудь сделает такое, от чего заранее кровь стынет. Лучше разговаривать.